Начинаем? Да. Ну что ж, добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем наш разговор о вообще создании и воплощении и от идеи к реализации вашего проекта интерактивного дома-музея. На прошлый раз мы разговаривали с вами так офлайн, практически, и касалось это в основном таких маленьких нюансов того, как это все оформить с точки зрения законодательной базы и правильно. Сегодня мы поговорим больше о таком, наверное, качественном варианте. Это о тех навыках. Ну, я думаю, они есть у каждого, и у каждого есть потенциал к этому, ко всему развивать, совершенствоваться. И я не считаю, что нет людей, которые не могут говорить, просто есть люди, у которых запасы вот этого вот жанра, доходчивости разговора, они как бы есть от природы, а есть приобретенные. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, что касается культуры речи экскурсовода. Экскурсовод в первую очередь это человек публичный, который выступает на публике. И главная такая составляющая любого публичного человека – это в первую очередь его внешний вид. Внешний вид очень важен. Внешний вид может быть как официальный, так и неофициальный. Также он может быть тематический. Вот вы, например, проводите экскурсии, встречаете гостей в образе, правильно? Да, это вот одна из форм подачи и вообще презентации тех услуг, которые существуют у той или иной организации. И понятно, что внешний вид, он выбирается в связи и от важности мероприятия. Понятно, что мы на какие-то круглые столы, серьезные мероприятия, где должны быть большие и высокие люди, чиновники, мы не придем в спортивном костюме. Но в спортивном костюме мы можем прийти на спортивные мероприятия. И вот внешний вид – это одна из самых главных составляющих вообще экскурсовода. Но помимо внешнего вида, тоже такой главенствующий место занимает это в первую очередь его речь. Вот речь бывает у некоторых экскурсоводов желает оставаться лучшей, но это тоже все поправимо. Речь, она может у нас быть физиологическая, и бывает речь у нас поставленная, когда мы говорим с вами поставленным голосом, отработанным голосом. Ну, к примеру, вспомнить даже дикторов нашего телерадио вещательных станций. Речи там все поставленные, дикция у них тоже поставленная, в жизни разговаривают совершенно по-иному. Или, например, мы все с вами смотрим фильмы, русскоязычные фильмы, да, которые озвучивают наши актеры. Это тоже поставленная речь, а в жизни, здравствуйте, а в жизни голоса и манера общения у них отличается. И вот таким ярким примером того, насколько может быть поставлена речь, являлся, точнее, к сожалению, он уже покинул этот мир, это диктор протокольных мероприятий при администрации президента Российской Федерации Евгений Хорошевцев. Это человек, который по своей жизни, да, в повседневном мире, в повседневной жизни, он заикается. И даже если мы посмотрим интервью, которое он дает, он немножко заикается, как-то долго говорит. Но если мы посмотрим парады последних лет, которые он озвучивал, не скажешь о том, что этот человек вообще может заикаться. И вот речь можно, и есть куча разных
упражнений, тренировочных вариантов, того, как эту речь развивать, то, как ее можно ставить. И помимо произношения скороговорок и чтения книг вслух, да, это как бы стандартный набор, которыми можно пользоваться, существует еще зарядка. Зарядка – это мышц нашего лица, начиная от языка, когда мы с вами разминаем язык. Я вот думаю, показывать эти упражнения на камеру или нет. Ну, массаж очень простой. Просто покусывание языка зубами туда-сюда. Потом после языка это губы и лицевые мышцы, или еще по-другому челюстные. Вот эта вот мышца, она отвечает у нас за то, как мы будем с вами вообще четко и ясно произносить те или иные какие-то вещи. И вот если эта мышца атрофирована у нас, а она, как правило, у большинства людей атрофирована, если люди не занимаются профессиональным дикторским мастерством, то речь бывает неразборчивой, она бывает нечеткой, бывает, что шепелявим, картавим, да, не выговариваем какие-то глухие звуки. Но для нашего региона характерно, что жители Удмуртской республики, они проглатывают окончание. То есть начинает слово говорить, а окончание съели. Из-за этого получается, что речь наша нечеткая. Так вот, для того, чтобы речь наша была всегда четкой и понятной, достаточно 15 минут, но каждый день с утра еще можно лежать в кровати, но разминать вот эти мышцы. Как только мы их будем каждый день разминать, они будут у нас всегда в рабочем состоянии. Ну, вы люди культуры, у вас постоянная работа с людьми, с посетителем, с экскурсантами, с гостями, туристами. Вы много говорите, да? Поэтому у вас, скорее всего, эти мышцы развиты. А вот люди, которые говорят мало, например, приходят к нам новые сотрудники, они мало разговаривали на прошлой работе, и в основном работа была сидячая. Они, конечно, да, первое время приходится даже учить каким-то техникам для того, чтобы они четко могли вести экскурсии. Но это все ладно, это такая физиологическая составляющая. Самое главное, чем должен обладать экскурсовод, так это не культурной, а грамотной речью, устной грамотной речью. Потому что устная грамотная речь от письменной отличается гораздо сильнее, потому что мы одно дело можем написать на бумаге, потом почитать, поменять местами, кому-нибудь дать на проверку и тому подобное, то в устной грамотной речи такой возможности нет. И выражаться нужно с первого раза и четко. Ну, также помимо грамотной речи, экскурсовод всегда должен учитывать и уметь работать это с посетителем, то есть с экскурсантами. И ни в коем случае не терять с ними контакт. Ну, я думаю, что у вас с этим проблем нет. Вы это делаете на автомате, вы это делаете на интуитивном таком уровне, так ведь? Я думаю, что ни одного своего посетителя вы из виду никогда не теряете во время экскурсий. Но есть такие проблемы, когда особенно приходит толпа из 30 и более человек. Очень часто, я вот сколько хожу, сколько общаюсь, всегда практически, даже среди наших экскурсоводов, работающих в музее, есть экскурсоводы, которые теряют вот этот вот контакт. Я не о зрительном контакте говорю, а вот именно о рассказе. Человек увлекается, потерял контакт с посетителем, посетитель его уже не слышит, это точно я вам могу сказать, и более того, он его уже не слушает.
он занимается в своем мире, а это просто как радио вещает какую-то информацию. Но если после экскурсии спросить, что больше всего запомнилось, то, как правило, экскурсанты, они не могут ответить на этот вопрос, и особенно это хорошо видно на уровне детей. Вот с детьми нужно контакт держать практически постоянно. Концентрация внимания детей, школьников, дошкольников, самое большое у старших школьников достигает 15 минут. Даже у студентов. Студент слышит и запоминает в течение 15 минут. После 15 минут он уже не слышит и не слушает. Поэтому вот эти 15 минут нужно вкладывать такую информацию, которая будет им полезна в дальнейшем. Не просто там, особенно как любят многие, да, начинают с каких-то персональных дат и персонажей. Ну, честно говоря, это все можно прочитать и увидеть. А наша-то задача рассказать, почему они посетили этот музей, почему они посетили эту выставку, экспозицию там или какое-то заведение. И всегда должны задаваться вопросом, почему им это надо, для чего, в качестве развлекательной какой-то программы. Это одна методика. В качестве информации это совсем другая методика. В качестве просто популистической, да, это вообще иное. И вот, как правило, есть специалисты, которые специалисты в этой области. Они всю жизнь работали, всю жизнь изучали этот вопрос, всегда интересовались, дополняют свои знания, и им не важно, кто перед ними, взрослый, ребенок, там, школьник, студент, такой же профессионал, как он вот привык на своем научном языке выражаться, и начинается. И тут потом начинается конфликт интересов. Приходит там группа дошкольников из детского сада, и им объясняют о видовом разнообразии в Удмуртской республике, к примеру. Ну, во-первых, ребенку уже непонятно, что такое видовое разнообразие, потому что прежде чем рассказывать там о сложностях подвидов, условно говоря, да, или каких-то нюансах, ну, какими-то базовыми знаниями человек должен обладать. Есть, конечно, единицы, но у них же экскурсии не для этих единиц, которые пришли, а для всей группы. Поэтому я считаю всегда, что нужно подстраиваться по факту, а не так, что вот у нас нет экскурсовода, давайте возьмем научного сотрудника, кандидата биологических наук, и он там начал, и полчаса стоит только возле лягушек. Я все понимаю, конечно, это интересно может быть, но не всем. А обычная академическая экскурсия по правилам считается это 45 минут. Считается, что за 45 минут дается та информация, которая останется у большинства посетителя в голове. Конечно, это условная цифра, и каждый раз даже в методических рекомендациях каких-то, да, в каких-то приказах того же самого Министерства культуры о том, когда встает вопрос о подготовке кадров и разработке текста экскурсий, всегда ставится цифра 45 минут, обычный академический час. Ну, это уже устоявшееся такое мнение, что вот больше можно 45 минут, меньше нежелательно. Это будет слишком мало, и человек, во-первых, он после 15 минут начнет только вникать в суть, а вы уже как бы это раз и сказали. Все, спасибо за внимание, всего доброго. Вот. Ну, как правило, средний такой показатель, выявленный мной, да, это час 50 минут, час вот экскурсия длится, ну час 10 может длиться. Больше уже тяжело, и стоять тяжело, особенно детям современным и нынешним, и слушать уже тяжело. Понятно, что если пришла маленькая группа, там, ну, семья, я не знаю, друзья, 3, 4, 5 человек, и видно, зрительно видно, что тебя они слушают, а как это понять? Во-первых, они увлеченно слушают, не отвлекаясь на посторонние какие-то вещи, задают вопросы. Это говорит о том, что они
слушают и запоминают. И потом, после экскурсии, еще какое-то время не могут с вами расстаться, тоже задавая какие-то уточняющие вопросы или мнением делятся. Ну, они мнением могут делиться и во время экскурсии. Некоторые посетители подправляют наших экскурсоводов в плане там подкованности фактов. Но это уже такое, ну, местное, что ли, явление, и под каждую надо. Дальше очень такой важной чертой культуры экскурсовода является это соблюдение плана в экскурсии. То есть это паузы, это реакция на непредвиденное происшествие. Это все включает в себя план экскурсии. Очень важно в своей экскурсии делать какие-то акценты на какие-то вещи, соблюдать вот эту паузу. Я видел и встречал экскурсоводов, которые тараторят, ну, все, что в голову приходит, то и говорят. Или вот предмет перед ними, увидели предмет, книгу там или еще какой-либо, и начинается вот, о предмете рассказали, раз, перепрыгнули на следующий предмет. Это неправильно, должна быть логика вещей и логика вашего рассказа. Переходы, если делаются даже переходы, переходы должны быть плавные и тематически скомплектованные, а не так, что здесь я расскажу о создании города, а здесь я расскажу о другом городе. И вот где связь между тем, что видит экскурсант, и тем, что вы говорите, логика вещей нарушается вот в этом. Ну, к культуре речи также относятся и жесты и мимика. Вот что самое главное. Есть люди, я понимаю, что не все, мы все разные, точнее, да, и не каждый из нас способен проявлять эмоции или наоборот завышенно проявлять эти эмоции. Но в рассказе с общением с группой, со слушателем, экскурсантом, вы меня слышите? Да, очень внимательно. А то я думаю, так тихо, и такое ощущение, как будто я сам с собой разговариваю. Я даже записываю. Да, я тоже. Хорошо. У меня, я могу потом вам отправить скан, у меня есть вот эти вот все моменты, да, что в себя должна включать техника проведения экскурсии, организация, техника ведения. Извини, пожалуйста, ты включила запись? Что сделать? На запись ты включил? Да, все записывает. Все. Все записывает. Я вспомнила. А сканы нужны будут? Вот, сканы я вам пришлю. Там все написано, это такой план у меня. Ну вот что касается жестов и мимики. Понятно, что у нас есть тематические экскурсии, у нас есть экскурсии постоянные какие-то, да. Но когда, я сейчас примеры буду просто приводить, и вы поймете, да, что в себя включает. Когда, извините меня, стоит выставка, посвященная жертвам Великой Отечественной войны или вклад в Великую Отечественную войну нашего народа, и перед вами стоит, я понимаю, конечно, там молодой красивый человек, неважно, там девушка или парень, в шортах, футболке, с татуировками на теле, и еще очки сюда наденет и рассказывает о вклад наших граждан Советского Союза в победу Великой Отечественной войны, где один кусочек из этого рассказа посвящен количеству жертв. Ну вот впечатление от этой экскурсии, конечно, это желает оставлять лучшего. Или, допустим, также он рассказывает, при этом держит руки в кармане, условно говоря, или вот так вот стоит. Ну, разные вещи бывают. Или за спину кладет как-то, или там чешется, что-то поправляет себе, не знаю, штаны заправляет. Вот это тоже оставляет отпечаток определенный о качестве и вообще мнение складывается о учреждении и о сотрудниках и вообще о
квалификации данного экскурсовода. Мимика тоже очень важна, потому что, вот, например, я встречал таких экскурсоводов в библиотеке в нашей УДГУ. Там работает девушка молодая. Но ее физиономия, с которой она рассказывает, Знаем. Лучше в библиотеку не ходить, что это. да, она на тебя смотрит таким взглядом, что тебе кажется, что ты сделал что-то такое вообще гадкое и гнусное, и начинаешь теряться. Вот это тоже важно. Может, это вот физиология каждого из нас, мое мнение такое, что прежде чем поручать человеку, особенно публично, и выступать на публике или работать с людьми, я считаю, что все-таки нужно проходить какой-то отборочный этап. Вот когда такие люди стоят, знаете ли, или вот смотрители, например, в музеях есть, да, в некоторых, ты заходишь в зал, человек с тобой не поздоровался, не улыбнулся, может быть, что-то случилось, но все-таки работа, личная жизнь – это разные вещи и понятия. И ни в коем случае ни то, ни другое не должно отражаться на этом. Они вообще не должны соприкасаться. Неважно, что у вас там случилось. Если уж тяжело настолько, так лучше, на мой взгляд, сидите дома. Вот. Не здороваются, не улыбаются, и ты пришел с хорошим настроением. Или наоборот, когда ты пришел с плохим настроением, а тебе улыбнулись и поздоровались, и рассказали, как нужно, куда идти, что смотреть, все так тебя рядышком, это тоже очень много значит. Поэтому я и делаю акцент на то, что жесты и мимика, они важны. И это как и грамотная речь, как и эрудированность экскурсовода. Экскурсовод должен знать все на самом деле. Он должен знать от каких-то элементарных психологических трюков, да, как зацепить публику, как произвести впечатление, как держать внимание. Он должен разбираться при этом в той теме, которую он освещает. Он должен быть лучшим оратором для того, чтобы эту тему раскрыть. И в то же время он должен еще следить за порядком, то есть выполнять роль такого небольшого охранника. Потому что когда приходит большая группа, смотритель один, а бывает несколько групп, и они не успевают уследить за движением гостей. И бывает, что что-нибудь схватят, что-нибудь возьмут, и вот такое вот не допускалось, чтобы экскурсовод должен за этим следить. Или когда мы проводим экскурсии на открытой местности, следить за безопасностью наших гостей, за своей безопасностью, за тем, чтобы это не мешало ни проходу других участников движения, да, не перекрывать ни обзор, ни виды. Потому что если, допустим, кто-то из вас был на экскурсиях в Питере, там, в Москве, еще в каких-то крупных городах, там поток достаточно большой туристов. И группы разные, бывают большие автобусы, бывают маленькие, бывают 2-3 человека, и все подходят к одному и тому же зданию или объекту, и тут начинается толкучка. Вот группа из китайцев 40 человек закрыла обзор весь, а все остальные там пусть постоят. Вот так тоже нельзя, надо как-то коллег своих поддерживать и искать компромисс, и выстраивать при этом. Гости, экскурсанты, они же как утята за вами ходят, они не знают, куда идти, что им сейчас покажут. И они, как правило, выполняют и делают то, что им скажешь. Встаньте сюда, вот в 2 ряда, смотрите на меня или смотрите на это. И они, как правило, это выполняют. И вот поэтому нужно следить за движением других участников и как-то находить компромисс. Или если вы видите, что обзор занят, нет возможности пока подойти, значит акцентировать свое внимание на что-то другое и после того, как вы увидели, подойти. То есть понятно, да, следить и разбираться вот во всем этом. А то бывает, что я группу веду, моя группа самая главная, потому что у меня в группе там 50 человек, и они
занимаются или заплатили больше, чем другим. Поэтому мы сейчас и с вами первое займем это место. Нет, это ни в коем случае. Ну вот у нас осталось 10 минут, я сейчас так пробегусь еще, что в себя включает культура речи. Правильность произношения я сказал, но самыми такими тоже неотъемлемыми частями речевой техники это является сила голоса и темп. Сила голоса и темп, от силы голоса будет зависеть то, как наши гости нас поймут, услышат и услышат ли. А темп это тоже насколько будет продуктивная информация, которую дает экскурсовод. Ну, голоса тоже у всех разные, все общаются в разных тембровых диапазонах голосовых, поэтому здесь я заострять на этом внимание не буду. У кого-то голос сильнее, у кого-то голос слабже, у кого-то есть такая благородная хрипотца, я это называю, у кого-то низкие голоса, у кого высокие. Просто следить за собой во время рассказа и не перепрыгивать. Мы начали так, а потом вот так уже в конце разговариваем. Вот надо как-то на одном темпе, на одном силовом диапазоне разговаривать. И иначе это будет выглядеть очень так некрасиво и будет резать слух. Я вот, например, очень не люблю ни лекторов, ну никого, когда у людей высокие голоса. Я не могу их воспринимать, мне режет слух. А я люблю средний диапазон. Альтов, баритон мне очень близок, но я сам бас в этом. У тебя природный с детства или ты поставил? У меня природный с детства, но я ставил его, я учился, и как раз вот последняя поездка, профильная поездка, которая была, она была в 2017 году в городе Казани, проходил конкурс, федеральный конкурс, и там собирались все, ну, дикторы, ведущие и прочее, прочее. И давали мастер-классы разные персонажи. Актеры дубляжей давали нам персонажей. Там был Владимир Еремик, это народный артист России. Он озвучивал в «Крестном отце» Аль Пачино. Его голосом говорит Аль Пачино с хрипотцой. Это был и Игорь Кириллов, который на протяжении там не одного десятка лет вел информационную программу «Вести». Видели, наверное, в очках, да, такой? Тоже вот недавно, к сожалению, ушел. Там был и Евгений Хорошевцев, это диктор протокольных мероприятий при президенте Российской Федерации. И вот они рассказывали о том, как вообще работать над голосом, над тембром, как его развивать, как улучшать, совершенствовать, закалять. Между прочим, голос нужно закалять. Это орган, и для того, чтобы голос был всегда в рабочем состоянии, они рекомендовали пить холодную воду и есть мороженое. Это надо все время, связки должны быть закалены. Как только связки у нас не подвергаются подобным вещам, они теряют свою способность, и когда вы там съели не то, попили не так, у вас образуется здесь, ну, воспалительный процесс, и голос совсем другой, голос меняется. И вот они, да, показывали техники, как поставить этот голос. Ну, я вот, например, когда поставленным говорю, я не разговариваю поставленным голосом очень редко, когда только надо что-то записать или кого-то объявить. Ну, вот мне нравится, например, да, как Левитан. Внимание, внимание, говорит и показывает Москва. Но это вот Кириллов так разговаривает. Вот это поставленный голос. А повседневным я разговариваю так. Но с утра у меня голос ниже, потому что за ночь связки осипают, и он спускается туда. Но потом, когда я уже похожу, поговорю, пообщаюсь, голос поднимается кверху и встает на уровень. Ну вот у нас 5 минут, время у вас, пожалуйста, для вопросов, если есть. Основные такие вещи я рассказал, тут ничего такого нового нету, это все есть в интернете, все расписано, есть методические рекомендации. Я вам рекомендую почитать книжку, она называется «Музееведение», вот так она выглядит,
Артем, М? у меня есть вопрос. Вот когда мы еще учились в колледже, я училась на втором отделении, учились учителя, нам всегда говорили: не пейте холодную воду, ешьте семечки. А ты сейчас говоришь, что... Семечки нет, семечки не рекомендуется есть, потому что они как раз вот раздражают гортань. И про холодную воду тоже для меня, например, губительно для моего голоса. Ну, холодную воду не рекомендуют пить во время проведения, то есть мероприятия непосредственно. Вот если вам необходимо что-нибудь записывать или объявлять, ну, то есть работать голосом, тогда не рекомендуют, а в повседневности можно. Я вот лимончик, например, перед мероприятием всегда рассасываю. У меня сразу ангина, например, после холодной Да. воды. Ну, это же не, вот, не взять сейчас стакан и пить сразу, нет, Так, по чуть-чуть, по несколько глоточков в течение дня, помаленечку. Потому что, например, во время физических нагрузок или в жару у нас все здесь нагревается, и понятно, если мы будем пить холодную воду, это эффект, как на раскаленную сковородку воды взбрызнуть, такой же самый эффект будет. И получается ожог, такой микроожог, и бактерии уже, у нас в ротовой полости есть бактерии, в слюне есть бактерии, и вот эти бактерии как раз и вызывают вот эту ангину, вот этот вот воспалительный процесс. Давайте, у нас меньше минуты. Прощаемся. Всех целую, обнимаю, как говорится. Всего доброго. Запись сейчас скину Жанне Михайловне на почту. Спасибо огромное, Артем, было очень интересно. Я думаю, что и зрители, которые посмотрят нашу запись через YouTube, тоже воспользуются твоими советами.